Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война? Мне исполнилось 17 лет. Это исполнилось в 1942 году, половина 17, это 18 июня. А осенью меня, значит, где-то в конце октября забрали в армию. Нас зачислили, значит, в инженерно-саперный батальон. 478-й инженерно-саперный батальон 15-го корпуса 60-й армии. А нас присоединили к пехоте. Наше дело, где минировать, где разминировать, где что. Вся работа выполнялась только в ночное время. Потому что днем нельзя же нигде ничего. Потому что и снайпера били крепко, все везде. И мы потом шли мы на наступление, мы освобождали часть своей территории российской, а потом подошли к Днепру. Форсировали Днепр. Это дело было в августе месяце 1943 года. В это время я командовал уже командиром отделения боевыми. И раньше был, и потом обратно. А как командовать? Я молоденький, что там мне 17-18 год. А вот с этим наши, им вывели с 4-го года, с 5-го года. Все были. Мне-то как командовать с ними трудно было. Мне-то фактически не трудно, а трудно то, что перед ними стоять, это командовать. Вот мне трудов тоже составлял. А они, сынок, ты не бойся, не надо, не надо. Если где-то что по строению, все, мы тебя будем по воинскому уставу все будем делать. А так мы тебя сыночком Ваней будем звать. Вот так я у них и был. И при том они же воевали, некоторые были пограничники раньше. Потом, значит, что они отступили, все вел, обратно в бой. В бою сколько прошли, Сталинградскую битву прошли, все везде. Мне подсказывали, как нужно в бою участвовать, как что делать. Нам дали задание идти с разведкой, проверьте, минные поля нет ли, ничего, пехоты и противотанковых мин. И сделать с разведкой бой. Доздать языка. Не знаю, как языка, ну, немцы, чтобы живым взять. И вот, значит, это дело проделали, все. Языка взяли, даже вместо одного-двоих прихватили. И 2 дня прошло, нам дают задание. Где прорыв этот был, где на языка брали, это на траншеи немецкой. Вот это место нужно заминировать. Ну и там решили натяжную, где еще на проволоку, где метров 12 проволока, там ковшка нашли, и тут на ковшке мину ставить. И вот каждому, я всех распределил, этих ребят, все, я говорю, смотрите, бегите, и эльто в тыл. Каждый перед собой, ни вправо, ни влево, ни спрашивали, ничего, все рассказал им, все, сел, и все, я говорю, приступаем. А как нам приступать-то? Там только по сигнализации было ночью, и все. И вот мы, значит, я был правофланговый, остальные ребята все у меня с левой стороны были. Вот. Я только, значит, это сделал, проволоку натянул здесь, колышко поставил, только стал муфту вставлять этот взрыватель. Вот куда не возьмешь, немецкий обстрел, мелкокалиберное это оружие, вот, наверное. Ну, у нас 45-ка называется, а у них по-другому называется, мелкое это оружие. Такое. И один снаряд упал где-то метров 5, а второй снаряд упал метров 10. Вот который 5 тут метров он упал, все весь. Я как это вот сделал, меня пол сунуло вот в голову,
И вот разбило голову, это, и все, и руку. И все, я больше ничего не помню. Я очнулся через 3 месяца Господи. в госпитале. А потом в госпитале я уже попал в Украине, в этот город, в Нежин. 9 месяцев я там был. И победу встретил я на койке, вот в таком гипсе. А потом, значит, меня выписали. И это потом все делали, здравительный там полтора месяца. И как раз вот день рождения придет 18 числа июня. И вот меня на этот день рождения, как вроде гадали, и выписали. Значит, вот служил с 45-го года по 50-й год, добровольно служил, раненый. Вот мне же, куда я комиссию прошел, он сказал, Гвозденко стройслужащий, вот мне как раз добровольно я ушел, стал служить. И вот я служил, считай, 5 лет добровольно. А чем вы занимались по возвращении домой? Где, дома? Да. А чем я занимался? Ушел я, в последнее время я окончил курс трактористов. Первые трактора пришли эти колесные. Вон как там маленький трактор есть по улице, это туда, железнодорожный вокзал. Вот я на этом тракторе работал месяца 3. И потом с него меня сняли, в армии проводили на фронт. А потом я пришел с фронту, когда с армии пришел, я обратно пошел в МТС. А в МТСе, значит, меня послали учиться. Я учился на широкий профиль, механизация широкого профиля. Дали 5-й разряд. Я работал и на тракторе, и комбайнером, и слесарем до последнего. Что вы можете пожелать молодому поколению? Молодому поколению желаю, чтобы молодежи особенно надо учиться, быть дисциплинированными, как можно, быть дружными. Ну, как желаю самого хорошего и здоровья всем. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.